Собственный контент, а также вещание на ингушском и русском языках. Вот уже 10 лет национальная телерадиокомпания «Магаз» радует своих телезрителей, а с недавних пор у ингушских школьников появилась возможность узнать о так называемой нашей кухне благодаря всероссийскому проекту «Билет в будущее». Кухня эта состоит из малой и большой студий, новостной и тематической, аппаратной, и не только. Их путешествие в телевизионный мир начинается именно сейчас. Первым делом школьники знакомятся со студийными камерами, как пользоваться и как настроить так, чтобы картинка получилась качественной. Вот по этой гарнитуре режиссер в аппаратной объясняет оператору, какой кадр надо взять, куда подать перспективу. Вы смотрите вот по центру это перекрестие. И он вам говорит, дайте мне воздух сверху, снизу, перспективы слева, справа. Один из первых заинтересовался работой оператора Исмаил Яндиев. Парень до этого увлекался процессом видеосъемки, но только на мобильный телефон. А это в разы отличается от большой камеры. Побывать в студии и не попробовать себя в качестве ведущего нельзя. Именно поэтому девочки экспериментируют. Получается не с первого раза, но оттого веселее. Здравствуйте, меня зовут Миржоева Ясмина, мой гость Галаева Мадина. Рядом с большой студией расположена поменьше, она же новостная. Здесь школьники знакомятся с ведущим Юсупом Гилисхановым и не упускают возможности задать ему интересующие вопросы. Как ты хочешь, так и читаешь. Можно быстро. Вот. Насколько сильно ты нажмешь педаль. Вот. Свои эмоции школьники не скрывают, да и рабочему процессу экскурсия никак не мешает. Наоборот, таким гостям здесь только рады. Больше всего вопросов было связано с суфлером. То есть дети не знали, что ведущий в студии читает текст. Они некоторые думали, что мы их заучиваем. Но в принципе это невозможно выучить весь этот текст. И я им показал, как мы работаем, как работает суфлер. И объяснил кое-какие тонкости для них. Они вот сейчас, видите, тоже пробуют себя в качестве ведущего, и у некоторых очень даже хорошо получается. Вопросов у школьников немало, их интересует каждая деталь. К примеру, как сделать так, чтобы прямой эфир прошел без проблем, объясняет ассистент режиссера Хусейн Кадзоев. Ответственность – это собирать видеоматериал, заранее отсматривать его, подготавливать эфир, и уже по команде режиссера закидывать в плеер и запускать. А сложно все бывает, да? Нет, абсолютно сложностей нету никаких. Такие экскурсии организуют в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов. Школьникам рассказывают о различных специальностях и помогают определиться с будущей профессией. В регионе программа реализуется 3 года. Среди партнеров проекта образовательные учреждения, такие как колледж сервиса и быта, а также производственные предприятия. На сегодняшний день по итогам трехлетней работы проекта зарегистрировано 10 тысяч участников. Вот сейчас, в этом году, мы зарегистрировали 5 тысяч участников 133 школ. А вот в новостном отделе на момент экскурсии не так много корреспондентов. Большинство сейчас на выездах. Но для юных журналистов это не проблема. Одолжив микрофон у корреспондента, школьники справляются совсем самостоятельно и вполне профессионально. Мадина, что тебе больше всего понравилось в сегодняшней экскурсии? Что нового и полезного ты для себя узнала? Привет, Хади. Сегодня я очень много нового для себя открыла. Я посмотрела, как работает само телевидение, там монтажеры, как записывают новости, которые мы смотрим, как их снимают. Даже сама попробовала прочитать текст, попробовала себя в роли телеведущей. Мне очень это понравилось. Возможно, это даже повлияет на мое решение в выборе будущей профессии. Сегодня «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению президента страны и входит в паспорт проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Несмотря на то, что для проведения экскурсий и профпроб есть еще много площадок, и даже рядом со своими сельскими поселениями и городами, дети к нам приезжают именно в Магаз, Малгобек, сельского поселения Мужичи. На следующей неделе мы ждем группу
Удовольствие от такой встречи получили не только дети, но и телевизионщики. Этот день каждый запомнит надолго. Все, поехали. Где начать? Что полезного, нового ты для себя узнала? Мой гость. Репортаж Желимхана Калоева. Молодец. Хава Гагиева, Султан Магушков.